Пожали руки. Слушаем команду рефери. Жду от вас хорошей схватки. Порядка 50 килограмм. Разница между борцами. Очень внушительная разница. Сонымен бірінші раунд. Осының алдында Тимур Жарасовты жеңген болатын. Ислам Мамилов өте тартысты бәсекеде аяғын қайырып тастаған болатын. Ал осы жолы өзіне ыңғайлы позицияға да келіп жетті. Ал 50 келі айырмашылық қазір өзінің... Сильно ли это повлияет? Сейчас мы увидим это. Да, и Ислам Мамилов сейчас так очень быстро прыгнул в гард. И здесь как будто, я даже не знаю, по правилам, он сделал это легитимно или нет. Я не совсем понял. Оған да мән беру керек, себебі бірден отыра кетіп күресуге болмайды. Бірінші әдіс бастап барып күресу керек. Бірақ күрестің қызғына қарап, оған мән беруді ұмытып кеткен секілді. Да, возможно. Да, сейчас ищет варианты Ислам Мамилов, чтобы сделать атаку или попытку сабмишена. Ну и Санджар Жаборов, очень титулованный дзюдока, чемпион Республики Казахстан и призер азиатских игр, призер чемпионата мира среди молодежи. Одним словом, мастер своего дела. Енді Мамилов та өте мықты ғой. Мамилов джиу-джитсудан халықаралық дәрежедегі спорт шебері және қара белбеу иегері, әлем чемпионы, Европа чемпионы, Азия чемпионы. Да, а ты знал, что здесь разрешены слэмы? Болады, я. Здесь разрешены слэмы. Я думал, что сейчас Санджар Жаборов сейчас как воткнет Ислама Мамилова, но этого не произошло. Это был бы очень-очень опасный момент. И вот тут, я не знаю, как бы оценивалось бы нокаут или что? Кілемнің сыртына лақтырып жіберсе. Ну, главное, чтобы не в нашу сторону. Иә, біз жаққа қарай лақтырмаса болғаны, иә. А так хоть что, пусть делают, конечно. Грек-рим күресінің майталмандары өткен шығарылымда білесің ғой, қалай әдемі өнер көрсетті. Да. Өткен айналымда грек-римдіктерге тең келетіндер жоқ болды шын мәнісінде. Екі спортшы, екеуі де өтті. Да, был еще третий, конечно, но он не прошел. Двое представителей греко-римской борьбы одержали верх именно в экстра-раунде. И да, помним мы, что Ислам Мамилов в первой схватке завершил свой поединок во втором раунде, обосновывая это тем, что хотел немножко продышаться. И вот вторая схватка, уже 3 минуты прошло. Ал бізде ұпайдар санала бастады. Санджар Жаборовқа қарасаңыз есепті ашқан сияқты. Я думаю, это из-за слэма. Олай болмайды. Ұпай жоқ төрешілердің. Яғни алып тастады. Все. Ұпай жоқ, естеріңізге сала кетейік. Ұпай жоқ. Тек қана анық айқын басымдылықпен қарсыластың мойындауымен ғана жеңу керек. Да, и также по замечаниям можно одержать победу, если у твоего соперника 4 замечания к ряду. Сейчас у обоих соперников по 1 замечанию за активность. Смотрим, что придумывает Ислам Мамилов со спины. Ищет разные варианты. Видели, что он и хотел что-то сделать отворотом. Минута 20 остается до конца первого раунда. Және Мамиловтың қапталына қазір секундант ретінде келіп жеткен спортшы бар, ол Антон Димитраков. Яғни екеуі де бір сокомандники. Сокомандниками являются. Бір командадан. Да, ровно минута остается до конца первого раунда, и ищут варианты для сабмишена сейчас оба борца. Пытается сейчас Ислам Мамилов отворотом сделать прием на руку. И захватывает ногу сейчас. И стучит Санджар Жаборов. Очень быстро Ислам Мамилов сделал транзишн на ногу. Да. Быстро он перевернул игру в свою сторону. Быстро схватил ногу. И да, очень больно, видимо, было, потому что звуки
от ударов, от тапа я услышал аж здесь. В целом, я, по правде говоря, думал засушить схватку, встречу довести до экстра раунда и в стойке уже попробовать вопрос решить. Потому что парень поменьше, чем я. В партере как бы это все нивелируется. Вот, я думал, что довести до стойки, и там будет гораздо было бы проще, я думаю. Сонымен ханымдар мен мырзалар, бұл айқас бірінші раунд 4 минуты 23 секундында тоқтатылды. Нибар ауырту әдісімен жеңіске жеткен қызыл бұрыштағы палуан Ислам Мамилов! Ислам, поздравляю с досрочной победой. Действительно, ты сражался с сильнейшим дзюдоистом, который намного выше тебя. И как по плану все у тебя было или нет? Были какие-то риски? Расскажи о сопернике и в целом. Ну, хотел бы поблагодарить своего соперника. Честь разделить ковер с таким титулованным дзюдоистом. Я сам базовый дзюдоист и примерно понимал, что мне угрожает, и старался раскачать его, заставить, чтобы он дал мне дистанцию, чтобы поймать его на какой-то болевой или на какой-то прием. В принципе, то, что я планировал, я сделал. У тебя сейчас серьезный соперник впереди, Багдолет Абызов, он является лидером именно в самбо. Каким образом ты планируешь с ним бороться? Интересно будет побороться с ним. Буду выходить, делать свое. Я люблю навязывать свою борьбу, поэтому я навяжу ему свою борьбу, постараюсь выиграть. Там видно будет. Поздравляю тебя. Давай, готовься. Чем крупнее соперник, тем сложнее, я считаю, потому что физически он сильнее, и он блокировал всю мою работу в начале. И вот мне удалось подобрать к нему ключ, заставить его ошибиться и поймать его на этой ошибке. Вот. И удалось мне сделать болевой на ногу. Санжар, спасибо тебе в первую очередь, что ты принял участие на данном турнире. Ты к нам приходил в зал в КТТ, немного готовился по джиу-джитсу, грэплингу. И ты примерно понимал, что сегодня тебя здесь ждет. В целом, как твой настрой был, правильно ли все ты сделал или какую-то ошибку допустил, или ты собирался выиграть в экстра раунде? Да, я изначально планировал довести до экстра раунда, но схватка показала, что в партере еще большой пробел, нужно много работать, много учиться. Вот. Ошибки учтем, будем готовиться дальше. Спасибо большое. Но ты же понимаешь, что даже в тебе в дзюдо очень сильно пригодятся элементы партера и так далее. Что ты в дальнейшем планируешь? Где выступать? Будешь ли ты бороться повторно на намат-рестлинге? Обязательно, с радостью буду готовиться. Я понимаю, что это имеет большие плюсы в целом. Мой избранный вид спорта дзюдо. Там партер тоже занимает неотъемлемую часть схватки, поэтому обзавестись такими навыками было 100% полезно. Спасибо тебе, ждем на следующем турнире. Большой пробел у меня касаемо ног, потому что в дзюдо нет болевых на ноги. Поэтому у меня, не буду за других говорить, может где-то кто-то как-то корректирует эти моменты, но у меня большой пробел, это стоит признать. Да, и вот они повторы. Здесь мог бы быть слэм, но, к сожалению, Санжар Жаборов его не осуществил. И вторая уже победа Ислама Мамилова с сабмишном на ноги. И как будто здесь нужно держать ноги при себе, когда ты борешься с Исламом Мамиловым. Тоже один из фаворитов этого турнира. Будет интересно увидеть его с представителями джиу-джитсу.